В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Юкшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске необходимо найти компромисс. Президент принял представителей Абхазской православной церкви. Система введена в действие. В Абхазии начинается процесс выдачи паспортов нового образца. Завершается строительство воздушно-кабельной линии от подстанции Гагра-1. Об этом специальный репортаж программы. Пути гармонизации внутрицерковных отношений и развития церковной жизни в стране обсуждались на встрече президента Абхазии Рауля Хаджимба с представителями Абхазской православной церкви. Глава государства вновь призвал конфликтующие стороны к компромиссу. Подробности встречи в репортаже Сима Аргун. Рауль Хаджимба напомнил о том, что вопрос Абхазской церкви пытаются решить уже на протяжении долгого времени. Президент подчеркнул, что главная цель – сближение, а не раскол. Глава государства напомнил, что в соответствии с постановлением Кабинета министров от 28 декабря 2010 года о передаче в безвозмездное бессрочное пользование объектов историко-культурного наследия монастырь святого апостола Симона Канонита и храмы, находящиеся на территории монастыря и города Новый Афон, переданы в безвозмездное бессрочное пользование Пицунской и Сухумской епархии АПЦ. Таким образом, как подчеркнул Рауль Хаджимба, право пользования указанными территориями и имуществом принадлежат АПЦ, и данный факт не может быть подвергнут сомнению. Это объекты историко-культурного наследия, а не объекты, принадлежащие отцу Виссариону или отцу Дорофею. Это объекты, принадлежащие государству. И переданы они в безвозмездное пользование. Государство не может передать то, чему ему не принадлежит. Мы, во всяком случае, передаем безвозмездное пользование. Пицунской, Сухумской епархии, как оно называлось на тот период, Абхазской православной церкви. Эта бумага существует. Рауль Хаджимба обратил внимание на то, что еще в 2009 году отец Дорофей написал обращение к патриарху всея Руси Кириллу о принятии в лоно Русской православной церкви монастыря святого апостола Симона Канонита. В связи с этим фактом президент заметил, что недвижимым имуществом, принадлежащим государству, никто не имеет права распоряжаться по своему усмотрению. Никто не имеет права, минуя государственных структур, передавать кому-то что-то либо. Но мало того, что передается недвижимость, умудрились написать вместе со всеми насельниками. Насельники – это люди. Кто уполномочил этих людей решать таким способом судьбу того же монастыря, где дальше написано: монастырь святого апостола Симона Канонита вполне мог бы занять место среди ставропигиальных монастырей Русской православной церкви. Что это означает? Это означает непосредственное подчинение патриарху этого монастыря. Если бы святейший Кирилл хотел бы это сделать, он это сделал бы тогда, но он учитывает как раз-таки то положение дел, которое сложилось в Абхазии, статус нашего государства. И никаких каких-либо шагов не было предпринято с того времени. Так почему сегодня продолжается вот эта ситуация? Рауль Хаджимба подчеркнул, что не вмешивается в каноническую жизнь Абхазской православной церкви, но вместе с тем первоочередной задачей считает решение вопроса автокефалии Абхазской церкви, но не в интересах отдельных личностей. Самое главное, подчеркнул Рауль Хаджимба, найти решение выхода из-под лона грузинской православной церкви, но для этого необходимо объединение, подчеркнул президент. Ни в коей мере вот этих жестких противостояний, перерастающих какие-то более сложные процессы, вообще не должно быть. Что касается Вселенского патриарха, он есть, он будет, но я еще раз хочу заметить, ни Вселенский патриарх, никто другой, к сожалению, пока не признал ни митрополию, ни Абхазскую церковь как таковую, и не признает, пока существуют те силы, которые не дадут это сделать. И тем более, я еще раз говорю, вот на том же Вселенском соборе, если даже, предположим, все проголосуют, мы все прекрасно знаем, что грузинская церковь категорически будет ставить вопрос о невозможности выхода из грузинской православной церкви Абхазской.
По мнению президента, отсутствие епископства не говорит о том, что Абхазской православной церкви не существует. Рауль Хаджимба призвал стороны предпринять шаги по преодолению церковного раскола, который мешает стабильному развитию абхазского государства. Одним из путей решения конфликтной ситуации глава государства считает вхождение священной митрополии в состав АПЦ. В мире есть много практик, где отсутствие епископа, но при этом народ окормляется. И точно так же и в митрополии нет епископа, ту, которую они, как говорится, создали, и которую мы поддерживали. И отец Виссарион и сегодня говорит о том, что готов был бы принять возможность существования этой митрополии, если эта митрополия станет частью Абхазской православной церкви. Ну что тогда, господа, нас гложет? Что мы хотим от этого? Иеромонах Игнатий отметил, что вопрос абхазской церкви пытались решать сразу после войны. И тогда было сделано много попыток изменить ситуацию, но это было непросто. Вы знаете, мы писали в свое время и показывали Владиславу Григорьевичу наши документы. Некоторые документы сохранились. Мы писали в 1993 году Вселенскому патриарху, Иерусалимскому, всем патриархам мира мы писали прошения, обоснованные, чтобы они оказали нам помощь и содействие в строительстве нашей национальной, родной, православной абхазской церкви, которая существовала длительное время, но из-за коварства судьбы и годы лихолетия были утеряны многие духовные и исторические ценности нашего народа. Представители Церковного совета Абхазской православной церкви заявили о намерении принять участие в праздновании Дня Симона Канонита в Афоне. Рауль Джимкович, мы и духовенство, и вот миряне пришли, они тоже, я думаю, об этом скажут. Мы очень хотим, мы очень желаем, чтобы этот вопрос разрешился. Мы очень хотим, чтобы он разрешился как можно быстрее и разрешился как можно более мирным путем. Но мы желаем участвовать в богослужении на праздник в честь апостола Симона Канонита. Мы желаем, и народ желает, и уже это мы не хотим делать каких-то, знаете, там демонстраций. Мы хотим прийти туда и хотим принять участие в молитве. И поэтому мы говорим, что на сегодняшний день наше желание таково. 22 мая в 17 часов вечера мы, Абхазская православная церковь, желаем и собираемся служить в Новоафонском монастыре. Президент призвал не нагнетать обстановку. Конечно, я говорить о том, что вы не можете, и я вам запрещаю туда ходить, это не самое лучшее, как говорится, с моей стороны будет действие. Но я должен исходить из целесообразности, из той ситуации, которая складывается. Я вам свое отношение сказал. Я вчера это тоже говорил и отцу Виссариону. И продолжаю это говорить и сейчас. Для меня важно, чтобы та правота, о которой вы говорите, если действительно мы хотим ее донести до народа, чтобы она не была омрачнена какими-то нашими неразумными шагами. Рауль Хаджимба выразил свою приверженность законному урегулированию церковного вопроса в Абхазии. Сима Аргун, Беслан Джанджоля, Абхазское телевидение. Рауль Хаджимба вручил гражданам Абхазии первые общегражданские паспорта нового образца. В ходе презентации инновационного российского проекта «Система автоматизации выпуска и учета документов граждан Абхазии». В торжественном мероприятии также приняли участие премьер-министр Артур Микваби, генеральный директор ФГУП «Госзнак» Аркадий Трачук, руководители министерств и ведомств страны. Репортаж Рената Шагая. Проект «Система автоматизации выпуска и учета документов гражданам Абхазии» – это знаковый проект, в котором использованы как программные, так и аппаратные решения, разработанные в России. На первом этапе вводится в эксплуатацию современный центр обработки данных, а также единый центр персонализации документов в управлении паспортно-визовой службы Сухума. Именно здесь будет осуществляться ввод персональных данных заявителя в документные книжки паспорта и виды на жительство. Одновременно паспортные столы столицы начинают работу по сбору и обработке персональных данных заявителей и выдачу гражданам готовых документов. Госзнак сдает Республике Абхазия работу по созданию бланков, общегражданских бланков внутренних Республики Абхазия и вида на жительство, а также новая электронная система выдачи паспорта.
Работа над этим проектом велась с 2014 года. Уже в 2015 году МВД Абхазии осуществляла подготовку инфраструктуры для функционирования электронной паспортной системы. 250 тысяч паспортных книжек нового образца и 50 тысяч бланков вида на жительство, изготовленных на российском госзнаке, компания поставила в Абхазию в конце 2015 года. Если же говорить об этом проекте, то, на мой взгляд, он знаковый. Он знаковый, потому что и для госзнака, и для Республики Абхазия. Он позволяет перейти на другой уровень взаимодействия внутри Республики Абхазия с гражданами по оказанию государственных услуг, потому что значительная часть технологий, которые там применены, они в полной мере соответствуют пониманию современного электронного государства. При создании паспорта нового образца для граждан Абхазии на госзнаке создали надежный защитный комплекс, в котором использованы собственные разработки компании. Специальные элементы предназначены для защиты бланков от подделок и для повышения сохранности произведенных в нем записей. Персональные данные владельца паспорта защищаются покрытием с голографическим изображением. Все это позволяет обеспечить срок службы паспортной книжки до 10 лет. Видно, что проделана большая работа. Создан один из важнейших документов для любой страны, в том числе нашей. После завершения презентации инновационного российского проекта «Система автоматизации выпуска и учета документов граждан Абхазии» президент Рауль Хаджимба торжественно вручил первые паспорта нового образца молодым супругам Аслану Кабба и Алисе Инапчба. Рената Шакая, Тимур Гугохи, Беслан Джинджулия, Абхазское телевидение. В селе Отап Очамчирского района открылся комплекс туристических объектов, главный из которых пещера «Голова Отапа». На церемонию были приглашены президент Рауль Хаджимба, спикер парламента Валерий Бганба, министр по курортам и туризму Автандил Гарцкий. Подготовка к курортному сезону в пещере «Голова Отапа» шла почти год. За это время сделано было немало. Теперь пещера может с гордостью считаться туристическим объектом и принимать за день до 700 человек. Тут все предусмотрено для удобства и безопасности гостей. У туристов будет возможность не только увидеть необыкновенную красоту пещеры, но и отведать абхазскую кухню и даже отдохнуть. Для этого здесь было построено несколько домиков для отдыха и апацха. Большая делегация во главе с президентом осмотрела всю территорию. Рауль Хаджимба остался доволен увиденным. Впечатления самые, как говорится, высокие. Хочется, чтобы было продолжение этих работ. И, несомненно, государство должно содействовать такому процессу. И я уверен в том, что у нас найдутся возможности для того, чтобы еще больше приукрасить вот это место. И вопросы, связанные с развитием вообще туризма, связаны должны быть не только с такими местами, но и с другими местами Абхазии, которые достаточно интересны для туриста. Министр по курортам и туризму Автандил Гарцкий отметил, что обе пещеры в селе Отап, Абраскил и Голова Отапа – экзотические объекты. И самое главное – безопасны для посетителя. Эти места давно привлекают внимание зарубежных спелеологов. Автандил Гарцкий подчеркнул, что новый объект гостеприимства – семейный бизнес, очень нужный для Абхазии. И, безусловно, он должен развиваться. Такие объекты у нас есть, и будем стараться открывать их больше и больше. Есть дальше объекты, которые мы планируем, не только экскурсионные маршруты, но и горно-пешеходные тоже. Их тоже немало. Мы работаем над этим. Директор пещеры «Голова Отапа» Валерий Адлиба проинформировал главу государства, на что был потрачен взятый в кредит у государства 1 миллион рублей. Рассказал, какая работа проделана внутри и вокруг пещеры. Он также доложил президенту, что в прошлом году пещеру посетили 2000 туристов, а в 2016 году ожидается более 6000. Для этого были заключены соответствующие договоры с местными и российскими турфирмами. Сария Смыр, Анатолий Малания, Абхазское телевидение. В ближайшее время абхазские энергетики завершат строительство дополнительной воздушно-кабельной линии от подстанции Гагра-1. Это позволит разгрузить линию, снабжающую электроэнергией центральную часть города Гагры, особенно в предстоящий курортный сезон. Репортаж Елены Лолова. В
прошлом году летом самые большие проблемы с электричеством испытывал Гагрский район. Всему виной полная изношенность электрических сетей и оборудования, а также резкое увеличение потребления электроэнергии и несанкционированное подключение к сетям. Подстанция Бзыб мощностью в 100 мегаватт питает Гагрский район, включая города Гагру и Пицунду, а также Гудаутский район. На Бзыбской подстанции в настоящее время ведется капитальный ремонт. Меняется оборудование 1964 года выпуска. Подстанция Бзыб выдает более 100 мегаватт. И этим питает весь Гагрский и Гудаутский район. Плюс осуществляется транзит через линию ПСО. Мы можем получать напряжение с России, а также при необходимости подавать в сторону России, если есть такая необходимость. Последний раз в 2012 году у нас был запущен УРУ-220. Все работы осуществляются силами Черноморэнерго. В Гагре идет бурное строительство мини-гостиниц и отелей. Появляются объекты общепита. Частные дома перестраиваются под объекты размещения туристов. Все это хорошо, но плохо, когда владельцы этих объектов незаконно подключаются к электросети, что приводит к большим нагрузкам и авариям, говорят специалисты. Чтобы избежать критической ситуации в летний период, абхазские энергетики вот уже несколько месяцев монтируют воздушно-кабельную линию. Она позволит распределить нагрузку на электросети в центральной части города. В настоящее время работы ведутся недалеко от мемориального комплекса, где были вырыты траншеи для прокладки кабеля. Здесь очень большой участок. Это улица от Абазга до улицы Звамба. Это у нас участок практически весь гостиничный. Здесь идет большое колоссальное потребление именно в плане коммерческого потребления. Здесь у нас новые маленькие частные гостиницы, которые потребляют очень большое количество электроэнергии. Для сравнения, мини-гостиница потребляет электроэнергию приблизительно столько, сколько в советское время потреблял пятиэтажный жилой дом. Новая линия с подстанции Гагра-1 восполнит дефицит и даст энергосистеме города около 7 мегаватт. Сумма расходов на ее строительство по смете составляет более 6 миллионов рублей. Мы вступили сейчас в заключительную фазу укладки подземного кабеля. Протяженность подземного кабеля около 480 метров. Сегодня будут раскатаны 2 барабана. И люди, около 30 человек, электриков со всего района, будут привлечены к этим работам. Вручную постараемся одним цельным куском уложить вот этот кабель. Из-за частых отключений электроэнергии прошлым летом горожане испытывали большие неудобства. Даже организовывали акции протеста, требуя решения проблемы. Между тем, в Гагрском районе, впрочем, как и по всей стране, низкая собираемость платы за потребленную электроэнергию. Список должников довольно внушительный. У нас около 51% собираемости. Люди любыми способами скрывают потребление, любыми способами незаконно подключаются. У нас линии превращены в паутину в городе, можно видеть. А потом население возмущается. А почему это так происходит? Потому что люди должны знать, мы должны соблюдать закон. Вторая проблема – это несанкционированные подключения вводимых в эксплуатацию объектов к электросетям. Таких примеров сотни. Астамур Джуно говорит, что в этом году энергетики будут решительно бороться с нарушениями. Самый действенный способ, по его словам, отключение абонентов от сети. В нашем районе очень большой процент несанкционированных подключений. И если человек построил гостиницу, он считает, что государство обязано ему подать электроэнергию. Государство в части обязано сделать, но человек должен произвести оформление разрешительных документов, произвести уплату. Мы пошли им на уступки. Значит, технические условия, которые они должны произвести оплату по тех условиям, значит, они произведут эту оплату с 10 по 15 августа. Если с 10 по 15 августа они не будут производить оплату, то мы вместе с активом этой части населения мы будем отсоединять, отрезать этих абонентов. Дополнительная кабельная линия лишь частично снимет проблемы в одном из районов Гагры. Между тем, ежегодно в городе растет потребление электроэнергии приблизительно на 10%. Для реанимации всей отрасли нужны колоссальные инвестиции и, конечно же, сокращение долгов по оплате. Елена Лола, Алексей Агуха, Абхазское телевидение.
Делегация из Республики Абхазия примет участие в Петербургском международном юридическом форуме. В состав делегации входит министр юстиции Абхазии Марина Пилия и руководитель аппарата Кабинета министров Абхазии Диана Пилия. С 18 по 21 мая в Санкт-Петербурге состоится международный юридический форум, который ежегодно собирает министров юстиции, председателей верховных судов, генеральных секретарей международных организаций, партнеров юридических фирм, лидеров рынка, руководителей юридических департаментов крупнейших компаний, представителей органов государственной власти и юридических школ из более чем 80 стран. Возможность реализации совместных проектов абхазских и российских средств массовой информации обсуждалась на встрече руководителей СМИ Абхазии с заместителем министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Алексей Волин сообщил, что ряд российских телеканалов готовы пригласить к себе коллег на стажировку. Начальник Государственного управления связи и массовых коммуникаций Абхазии Лаша Шамба высказал пожелание, чтобы российские коллеги создавали совместные проекты с абхазскими журналистами. Все присутствующие это предложение поддержали. Также на встрече обсуждались вопросы сотрудничества по обмену контентом напрямую между СМИ, расширение информационного взаимодействия и координации в формировании общего информационного пространства. В завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается облачная погода, временами ливневый дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 11-13, днем плюс 18-20 градусов. Температура морской воды плюс 16 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.